Ассаламу алейкум. Это информационная программа «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Рамзан Хаджи Кадыров встретился в Москве с главой МЧС России. Они обсудили актуальные вопросы взаимодействия с региональным министерством. Работа началась. За 2 дня достали уже взрывоопасных предметов, 15 предметов уже добыли. Планы немалые. В Чеченской Республике прошло заседание Торгово-промышленной палаты Северокавказского и Южного федеральных округов. На встрече обсудили создание комфортных условий для предпринимателей. В Чеченской Республике динамично развивается экономический сектор. Чеченскую Республику посетила уполномоченный при президенте страны по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она приняла участие в открытии смены «Сила России» в детском оздоровительном лагере «Горный ключ». Очень важно, чтобы каждый ребенок поверил в себя, чтобы у них была ситуация успеха, когда они понимали, что они могут быть хорошими. Рамзан Хаджи Кадыров встретился с главой МЧС России Александром Куренковым в ходе рабочей поездки в Москву. Они обсудили вопросы, касающиеся деятельности регионального управления министерства. Также определили наиболее актуальные направления. Было отмечено, что ведомство, помимо повседневных задач на территории республики, проводит работы и в зоне СВО. Уже второй день в Шарнинском районе Чеченской Республики сводным отрядом в количестве 25 человек и 2 единиц техники происходит разминирование. Буквально уже 19 числа, начиная с 19 числа, работа началась. За 2 дня достали уже взрывоопасных предметов, 15 предметов уже добыли. Планы немалые. В течение сентября и октября 2023 года будет эта работа проводиться. В планах стоит обработка 122 гектаров земли. По итогу встречи было найдено решение многих проблемных вопросов. Рамзан Хаджи Кадыров выразил благодарность Александру Куренкову за помощь, которую он оказывает Чеченской Республике. Чеченскую Республику посетила делегация во главе с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным. В ходе визита гости приняли участие в заседании представителей Ассоциации торгово-промышленных палат Северокавказского и Южного федеральных округов. На встрече обсудили вопросы экономического развития и создания комфортных условий для предпринимателей. Ключевым событием заседания стало подписание соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой России и правительством Чеченской Республики. Подробнее расскажет Абдуллах Батаев. Делегация во главе с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным первым делом посетила мемориальный комплекс славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь гости возложили цветы к мемориалу первому президенту республики, отдавая дань памяти этой выдающейся личности. Затем для гостей провели экскурсию по музею, показали воссозданный рабочий кабинет Ахмата Хаджи Кадырова и рассказали интересные факты из его жизни и деятельности. У нас тут такие достаточно серьезные планы. По всем показателям, экономическим показателям Чечня выглядит замечательно. Практически во всех рейтингах Чечня занимает ведущие места. Я думаю, что это заслуга как раз команды и Рамзана Кадырова, и правительства, всех, кто в этой команде работает. Ну, мы надеемся, что определенный вклад вносит и Чеченская торгово-промышленная палата. По крайней мере, мы стараемся, чтобы вместе с ними работать так, чтобы помогать чеченскому бизнесу развиваться. В Грозный Сергей Катырин прибыл, чтобы провести заседание представителей Ассоциации торгово-промышленных палат Северокавказского и Южно-федеральных округов. Такая встреча проводится в Грозном впервые. С приветственным словом к гостям региона обратился председатель чеченского правительства Муслим Хучиев. Безусловно, сегодняшняя встреча, я думаю, станет площадкой для обмена опытом, знаниями и выработки соответствующих решений для дальнейшего развития предпринимательской деятельности. Безусловно, Сергей Иванович, ваш опыт, ваши знания, они тоже будут важным вкладом развития нашего общего дела, именно экономического сообщества. И на сегодняшний день хочу отметить, что в Чеченской Республике динамично развивается экономический сектор, успех отмечается и на федеральном уровне. Положительная динамика из года в год, безусловно, это не конечный результат. Это не означает, что нет проблемных вопросов, они есть, были, всегда будут. На то мы с вами собрались, чтобы
выработать решения для тех проблемных задач, вопросов, которые стоят не только перед Чеченской Республикой, но и перед всем гражданским обществом России. Затем участники заседания обсудили вопросы экономического развития и создания комфортных условий для предпринимателей. Наш регион на этой встрече также будет презентовать свои инвестиционные проекты. И также предприниматели могут в таком прямом формате, диалоге общаться с руководителями региональными, с министрами региональными и обсуждать свои какие-то возникшие вопросы, проблемы, пути их решения и как дальше развиваться. Одним из ключевых событий этой встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой России и правительством Чеченской Республики. Нет, это вашу фамилию дважды называют. На той же встрече было заключено соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Чеченской Республики и Абхазии. Кроме того, гостям презентовали инвестпроекты и туристический потенциал Чеченской Республики. У каждого направления большое будущее. Об этом говорят наглядные цифры, которые, вопреки внешнему экономическому давлению, растут с каждым годом в геометрической прогрессии. Абдулла Батаев, Имам Юсупов. Неделя. С рабочим визитом Чеченскую Республику посетил уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Гости побывали в Российском университете спецназа. После экскурсии гостям показали тренировку учеников Центра военно-спортивной подготовки «Воин». Также Мария Львова-Белова приняла участие в торжественной церемонии открытия смены «Сила России» в детском оздоровительном лагере «Горный ключ». Подробнее в сюжете Дианы Хармуш. Рабочий визит уполномоченного при президенте России по правам ребенка начался с посещения Российского университета спецназа. Для гостей организовали экскурсию, показали основные объекты учреждения. Мария Львова-Белова посетила занятия учащихся Центра военно-спортивной подготовки «Воин». Обучение проходит по программе, разработанной лучшими инструкторами Российского университета спецназа. Она включает теоретические и практические занятия, которые проходят больше 20 дней. В Российском университете спецназа гостям продемонстрировали тренировку учащихся Центра спортивно-военной подготовки «Воин». Она включает обучение тактической медицине, огневую и физическую подготовку. На уроке по стрельбе инструкторы университета рассказали гостям о правилах обращения с оружием разного типа. Мария Львова-Белова не осталась в стороне и сделала несколько выстрелов по мишени. Гости высоко оценили деятельность учреждения и профессионализм инструкторского состава. Здесь мы увидели ребят, даже девочек, которые заняты, которые включены в интересную такую активность, собирают, разбирают автоматы, учатся стрелять, оказывают первую помощь. Здесь потрясающая техника, которая на ходу. Да? Здесь мы видим прыжки с парашютом и дроны. Ну, то есть это все новейшие просто передовые технологии, которые позволяют ребятам попробовать себя уже вот взрослыми мужчинами. Мы понимаем, что это военно-патриотическое воспитание, мы понимаем, что это интересная занятость, мы понимаем, что это выбор профессии в дальнейшем. И это формирование наших подрастающего поколения как защитников Отечества, как защитников Родины, своих близких, то, что нам сейчас необходимо в настоящий момент. Обучение в Центре военно-спортивной подготовки проходят и девушки. Уже больше недели Ясмина Дакаева вместе с братом посещает занятия в Российском университете спецназа. Мы тут разбираем разборку автомата, строевой делаем, физические нагрузки делаем, бег, отжимания и так далее. Мне очень сильно понравилось тут заниматься, подготовки. Я бы всем это посоветовала. После экскурсии по объектам университета почетные гости посетили аэродинамический комплекс Good Sky. Под присмотром инструктора Мария Львова-Белова совершила полет в аэротрубе, а после она посетила детский оздоровительный лагерь «Горный ключ», в котором стартовала первая смена «Сила России». Правозащитница встретилась с вожатыми и психологами, которым предстоит работать в этой смене. Ровно год назад с Рамзаном Ахматовичем придумали попробовать лагерь для ребят из разных регионов, назвать его «Сила Кавказа». Ну, потому что в Чечне настоящий мужчина, потому что в Чечне дух патриотизма очень высокий, потому что в Чечне сильны традиции. И нам хотелось, чтобы ребята это увидели. Получилось круто. Я рассказала об этом президенту. Президент говорит, надо дальше продолжать. И так родилась «Сила России». Собственно, вы первые сегодня стартуете. Первым всегда непросто. Знаете, что хочется вам пожелать? Чтобы вы здесь
смогли попробовать все то новое, что вам предлагают. Участие в смене приняли около 130 подростков со всей страны. Этот проект направлен на поддержку и социализацию трудных подростков, состоящих на различных видах учета. Нам очень важно, чтобы каждый ребенок поверил в себя, чтобы у них была ситуация успеха, когда они понимали, что они могут быть хорошими, да, если по-простому. Вот. Ну и для нас, конечно, важно, чтобы они встроились в социум и чтобы поняли, что они действительно сила России, а Россия – это их сила. И это наша задача. И мне кажется, что вот это и есть сила России, когда все друг с другом перемешиваются регионы, ребята из разных регионов, вожатые из разных регионов, разные традиции, разные культуры. Сегодня Чечня встречает нас, как всегда, очень гостеприимно. Мы видели, что открывал это торжественное мероприятие невероятная лезгинка, которую танцевали ваши бравые мальчишки. И по-настоящему это все заряжает и формирует для тебя другой позитивный опыт, когда ты понимаешь, что твоя жизнь может быть отличной от того, какой она была раньше. Инициатива по организации патриотических смен была поддержана президентом России. Реализация программы запланирована в 9 регионах нашей страны. Диана Хармаш, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. Чеченская республика занимает лидирующие позиции по стране в рамках социальной дегазификации. В 2023 году снабдят газом около 4500 домов. Об этом стало известно в ходе совещания в правительстве под председательством Муслима Хучиева. Отмечается, что этот вопрос стоит на особом контроле у Рамзана Хаджи Кадырова. По его поручению делается все возможное для стабильного развития региона. В рамках исполнения поручения президента Российской Федерации в Чеченской Республике, начиная с 2021 года, реализуется программа социальной газификации, которая позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков жителей нашей республики, да и в целом по России. По итогам 2022 года Чеченская Республика заняла лидирующее место в рейтинге субъектов России по реализации программы дегазификации. Сводный план, график дегазификации на период 2021-2022 года перевыполнен на 16% от плановых показателей. Также обсудили еще одну важную тему – осенний призыв. Все призывные пункты в полной готовности, отмечает военный комиссар Чеченской Республики. Он особо подчеркнул, что новобранцы не будут принимать участие в специальной военной операции, поэтому причин для опасения нет. Бытует в народе мнение, что армикант там авигня, его сразу на Украину кидает. Давигину аликант на сегодняшний день начинается самый защищенный от войны человек, потому что он идет на 1 год обучения военному делу. На 1 год он обучается. Его не имеют права вообще близко подводить к вооруженному конфликту. Если по истечении 3 месяцев сам он не подпишет контракт на военную службу, то его туда близко подпускать никто не имеет права. В Минске прошел международный турнир по тактической стрельбе. Он был посвящен 35-летию со дня образования отряда милиции особого назначения Главного управления внутренних дел Мингорисполкома. На соревнования была приглашена делегация Российского университета спецназа из Чеченской Республики. Возглавляли ее первый заместитель руководителя РУС Дмитрий Пилипенко и директор учебно-тренировочного центра Адам Дашаев. Для почетных гостей подготовили насыщенную программу. Более подробно в нашем следующем сюжете. Первым делом делегация Чеченской Республики встретилась с министром внутренних дел Беларуси Иваном Кубраковым. Стороны обсудили сотрудничество между Российским университетом спецназа и местными спецподразделениями. Ну что, уважаемые коллеги, мы в вашем распоряжении, поэтому все пожелания. Спасибо. Дорогих гостей. Вы нас очень радушно приняли. Как и вы нас принимаете. Я знаю, Чечня всегда. Это вот коллеги приехали, они просто в восторге. Поэтому какие-то пожелания мы всегда готовы. Спасибо. В программу входило и посещение частей спецподразделений по борьбе с терроризмом, учебных центров и полигонов. Там проходит подготовка сотрудников силовых структур Республики Беларусь. Чеченские представители ознакомились с материально-технической базой и программами обучения. Вот, первая группа, которая во втором, там 2 человека с автоматом. То есть сейчас будет звуковое сопровождение вертолета. Начинается сопровождение, он спрашивает, готов, все. Не обошлось и без экскурсионной программы. Показали Белорусский государственный музей Великой Отечественной войны, архитектурно-скульптурный комплекс «Стелла Минск. Город-герой» и другие достопримечательности. Недалеко от
Минска есть целый восстановленный комплекс в Республике Беларусь, линия Сталина, где постоянно проходят в том числе реконструкции боев по освобождению Республики Беларусь. На 5-й день пребывания чеченской делегации в Минске состоялось закрытие чемпионата. На нем руководитель Российского университета спецназа Дмитрий Пилипенко был награжден медалью за службу в спецназе. В завершении стороны обменялись дружественным рукопожатием, а также выразили надежду на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество. Ислам Ершов, Ибрагим Батаев. Неделя. Международный конгресс здоровья нации прошел в Грозном. В съезде участвовали специалисты народной медицины и оздоровительных практик. С докладами на мероприятии выступили врачи из разных регионов страны. Также в рамках конгресса была организована ярмарка, на которой презентовали различные медикаменты и оборудование. Съезд приурочили к 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Подробнее в сюжете Дианы Хармуш. Международный съезд здоровья нации Чеченской Республики проходит впервые. Съезд собрал ведущих врачей из разных городов и стран. Здесь участники перенимают знания и опыт у специалистов народной медицины и оздоровительных практик. Умар Сабиров и Гушана Бабамурадова приехали из Узбекистана. В родном Самарканде они занимаются хиджамотерапией. На конгрессе в Грозном знакомятся с другими специалистами исламской медицины и делятся опытом. Наши методы отличаются. Если честно, мы фасадом занимаемся. Мы глубокие хиджами занимаемся, мы глубокие там расширенные вены железа, вот такими вещами занимаемся. И если не вру, наши точки чуть побольше. Оказывается, они занимаются, некоторые сунные точки ставят, да, а мы чуть побольше, потому что, если не вру, у нас самая малая точка 20 ставим. Мы здесь, альхамдулилля, много чего увидели, много чего обучали. Нам понравился конференция, машаллах. Кровопускание пользуется большой популярностью во многих регионах страны. Хиджаму применяют при лечении широкого спектра заболеваний, а также для профилактики. Для проведения данной процедуры в Чеченской Республике специалисту необходимо пройти курс обучения в Институте оздоровительных практик и сдать теоретический и практический экзамен. چون کی خد دعوش تصخو شورج عام ويش عام تصلو شورج ست ويش البولن بولخ بو تأخ هرجودك تعبوش بو تأخ يخ دونا ويناخ تعتنا دون عامين حباح كناخ بو إتان خائت لسون ويبتشي بروتشينز أي سلوشخيل دول كي خد تغيلشي كومخ كاتر بول بيش تغيلر وإكزامين براكتيك كاتنا دعوش كي خد. Хаджамы, массажисты, мануальные терапевты и герудотерапевты рассказали о новых методиках лечения, а также провели мастер-классы и тренинги. Принять участие в них смог любой желающий. Когда человек встречается с другими мастерами, его профессионализм растет. И поэтому мы обмениваемся знаниями. Есть возможность, наша цель и задача помогать людям. И чем больше знает такой специалист, тем больше возможности помочь любому человеку, какая бы проблема у него ни была. Также для участников конгресса была организована ярмарка. На ней были представлены современное медицинское оборудование и фармацевтические препараты. Выпустил такой прибор, который я сегодня представляю, биоэнергомассажер квантовой терапии. Этим прибором пользуются на сегодняшний день во всех странах мира, в 94, я повторюсь, и получают шикарные результаты по здоровью. Я слышала, что сюда приезжают специалисты из разных регионов, городов. Мне очень приятно было их увидеть, хотела я очень. И многие специалисты заинтересовались. Здесь были специалисты из разных клиник, больниц, врачи были, главные врачи, очень интересные личности, все они интересовались. Мы на них делали пробные массажи, им понравилось. Вот мы обменялись контактами, и в дальнейшем будущем они тоже хотят в своей клинике закупиться этими приборами. В Международном конгрессе здоровья нации приняли участие более 400 человек. Съезд приурочили к 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Диана Хармуш, Адам Арсанукаев, Ибрагим Батаев. Неделя.
В Грозный привезли мощи святого великомученика Георгия Победоносца. Святыню встретили в храме Архангела Михаила. На богослужении верующие помолились за военных, участвующих в специальной военной операции. В рамках всероссийского молебна о победе мощи привезут в 100 городов нашей страны. Из Грозного ковчег реликвий доставят в Махачкалу. Мероприятие очень важное для нас. Видите, сколько людей собирает это мероприятие. Вот, у нас со всех окраин нашей республики чеченской. Вот сюда люди собрались сегодня, вот от нас из станицы Шелковская много приехали, Червленцы здесь и Старогладовская. Много-много людей здесь. Потому что для православных людей это на самом деле событие с большой буквы. В Грозном состоялся семинар по социальному проектированию для чеченской молодежи. Его посетили более 200 студентов со всех вузов региона. В рамках встречи приглашенные эксперты Росмолодежи ознакомили участников с процедурой подачи заявок в соответствии с требованиями грантового конкурса. Также они рассказали об основных этапах проектирования и новшествах работы с проектами в нынешнем году. Организатором семинара выступили Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике и Федеральное агентство по делам молодежи. Федеральные эксперты от Росмолодежи по грантовой поддержке сейчас уже проводят индивидуальные консультации для студентов наших, и они в конце уже представят готовые продукты для подачи на конкурс второго сезона Росмолодежи. Это заочный конкурс на платформе АИС «Молодежь России». Он уже сейчас проходит, и регистрации туда принимаются до конца сентября. Это грантовый конкурс с максимальным размером гранта до 1,5 миллиона рублей. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. До встречи.